Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова. Я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Це Олександр Коваленко, військовий та політичний оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука. Пане Олександре, вітаю вас. Селям алейкум. Доброго дня. Ну что ж, я предлагаю начать нашу беседу с нашумевших новостей. Вы один из тех, с кем я бы хотела обсудить этот вопрос, а это именно события, которые произошли совсем недавно в Белгородской области. Наверняка вы видели уже реакцию Кремля. Там пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что проникновение якобы украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области России вызывает глубокую обеспокоенность. Он добавил, что спецоперация продолжается якобы для того, чтобы не допускать в дальнейшем подобных проникновений. В Министерстве обороны России отчитались о разгроме, якобы разгроме русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России» в Белгородской области. Однако представители Легиона Свободной России и Добровольческого русского корпуса эту информацию отрицают. Давайте начнем с простого вопроса. Что произошло, по вашим наблюдениям? Действительно, тут говорить даже, наверное, корректнее не что произошло, а что происходит, поскольку процесс еще не завершен. Да, действительно, на территорию Российской Федерации зашла группа граждан Российской Федерации, которые были соответствующим образом оснащены, вооружены для проведения то, что называется диверсионной деятельности, конечно, это можно так называть, но здесь скорее даже больше диверсионно-разведывательная, либо освободительная, диверсионно-разведывательная освободительная деятельность. Почему именно так? Если без какой-то доли иронии, то сейчас вырисовывается очень интересная картина. А именно то, что нахождение Легиона и РДК, именно этих групп, на территории Белгородской области, их нахождение находится по фронту где-то примерно 40 километров. На удалении 3-4 километра от границы с Украиной они находятся не только, например, в районе Козинки, да, гора Подола и Глотова, как это было вчера, но сейчас в основном как бы речь идет именно об этой сельской агломерации: Козинка, Глотова и гора Подол. Помимо этого, сейчас уже поступает информация о присутствии данных подразделений в Горьковском, их присутствие в Щетиновке, появляется даже информация о присутствии в Багун-городке. Это все наводит на очень интересную мысль. Если посмотреть на карту, то возникает такое впечатление, что мы рассматриваем некий буфер безопасности. На сегодняшний день протяженностью 40 километров, а в глубину где-то на 3-4 километра в территории России. А самое интересное, что с какой области это все происходит? Харьковская область. Если мы, например, говорим о том же самом районе Щетиновки, Щетиновка, Багун-городок, то это населенные пункты, которые находятся практически напротив Харьковских УД. Харьковские УДы, которые постоянно обстреливались с территории Российской Федерации. Кроме того, это непосредственная близость от Казачьей Лопани, которая долгое время находилась под оккупацией, и ее в Харьковской области освобождали одну из последних, и которая также находится постоянно под огневым воздействием. Российские оккупанты, они имеют возможность со своей территории регулярно обстреливать Сумскую, Черниговскую, Харьковскую области, используя ствольную реактивную артиллерию. Поэтому то, что сейчас происходит на территории Российской Федерации и что делают граждане Российской Федерации, опять-таки акцентирую на этом внимание, это своего рода как создание буферной зоны безопасности, в которой не смогут оперировать российские оккупационные войска и, по сути, использовать этот буфер для обстрелов территории Украины. Я не удивлюсь, что по протяженности границы в остальных областях
той же самой не только Белгородской области, но и Курской, опять-таки, Брянской, могут и подобные ситуации тоже возникнуть. Создание буфера безопасности, да, возможно, не исключаю абсолютно. То есть, по сути, это такая полоса безопасности, которая должна обеспечить защиту украинцев от российских обстрелов? Можем это воспринимать даже так, поскольку обстрелы, они проводились не только с помощью артиллерии, но и за счет использования небольших мобильных групп с минометами. То есть Мгм. минометные обстрелы 120-м калибром, 82-м калибром и даже 60-м миллиметром регулярно проводились по территории Украины. Вглубь территории Украины на 4-5 километров с учетом вот этого буфера, с которого они проводили обстрелы. Сейчас, как минимум, обстрелы минометным огнем можно будет в этой зоне минимизировать. Но опять-таки, я даже склоняюсь к тому, что это демонстрация в какой-то степени возможностей по созданию такого буфера. Почему демонстрация? Потому как для удержания, например, таких территорий, именно этих локаций, своих позиций, нужны несколько иные ресурсы. Во-первых, большее по количеству личного состава Мгм. группировка. Во-вторых, они должны быть вооружены, не только перемещаться на легкобронированной технике, но и хотя бы технике с соответствующим вооружением. Иметь огневое прикрытие, огневой потенциал. Хотя, как мы видим, по результатам заезжали на легкобронированных, на колесных броневиках типа Макс Про и Хамви, подразделения РДК и Легиона, а сейчас они уже имеют два трофейных БТР, БТР-82 и БТР-80. Ну, то есть они повышают своего рода все-таки свой огневой потенциал за счет российского ленд-лиза. Так я не удивлюсь, что если так же успешно будет продвигаться их деятельность, то через неделю у них там будет полноценная танковая рота. А как вы, пане Олександре, вот оцениваете сам прорыв границы? То есть неужели Россия, она настолько не подготовлена к возможным атакам на ее территорию? Неужели настолько они в принципе не готовы? Эти пограничники, ФСБшники, военные, все-таки границы, они же по контрольно-пропускному пункту прошли, не просто по какому-то полю через какую-то лесополосу, а прямо на контрольно-пропускной пункт, где и пограничники, и ФСБшники, и военные. Неужели вообще никакой подготовки и защиты границ у России нет? Здесь можно говорить о факторе неожиданности, но на Мгм. самом деле несколько месяцев назад, если я не ошибаюсь, в феврале я описывал состав, который по состоянию на тот момент, состав российских войск, который находился на границе с Украиной именно со стороны Российской Федерации. Именно по Курской, Брянской, Белгородской областях. И сейчас боюсь ошибиться, вот просто в памяти возникло, но там было очень-очень ограниченное количество личного состава. То есть, по сути, они воюют с Украиной. Они называют Украину каким-то нацистским государством, которое ставило целью захват Российской Федерации, вторжение на территорию Российской Федерации, в связи с чем они вынуждены были начать эту свою так называемую СВО. Следовательно, та часть границы, которая с незахваченными территориями Украины соприкасается со стороны Российской Федерации, она должна быть под повышенным контролем. Мгм. Там должно быть Логично, да. сосредоточение сил и средств, готовых отражать вот эту вот агрессию украинского рейха. А чем, собственно, все, какой у них состав на сегодняшний день? А там они не могут даже полноценно защитить свою границу, поскольку там боеспособных около 17 батальонов тактических групп. На протяженность границы сотни километров это ничтожно малое количество. А все почему? Потому что основная часть их сил и средств находится в Украине. И тут интересно возникает другой вопрос на фоне этого всего. Если они не могут обеспечить настолько важную протяженность границы, как с Украиной, да, со своей стороны, достаточным ресурсом, а что находится на границе с Китаем? Мгм. Какие силы и средства находятся на границе с Китаем, ну и с другими странами, там, Казахстаном, Монголией. Ну, Монголия как Монголия, Монголия вообще мирная страна. Времена Тумуджина, они как бы уже прошли, но в принципе
подчеркивается-то ведь что? То, что нету ресурса вообще у России. А что на границе с Финляндией? Там новая граница, протяженность границы больше, чем с Украиной. Что там у них сейчас со страной, новоиспеченной страной Североатлантического альянса? Страны Балтии и так далее и тому подобное. Нету ресурса, нету сил и средств. И вот эта демонстрация, которая длится, ну, уже вторые сутки, по сути. Мгм. А какая реакция? Какая реакция со стороны России? Контртеррористическую операцию они объявили? Да, объявили. А результат этой контртеррористической операции? Заявили, что было убито 39 диверсантов. Но когда убивают 39 диверсантов, то хотя бы показывают трупы. Это еще и фактор устрашения, морально-психологическое давление. Мгм. Выкладывают в ряд вдоль дороги или где-нибудь на детской площадке, как они любят это делать, выкладывают и демонстрируют. Вот что ждет каждого, кто заходит на нашу территорию. Ничего такого не было показано. За все это время был показан только лишь один захваченный Макс Про, потому что он был поврежден, и его бросили, и он технически не мог дальше осуществлять движение. И только это единственное, что показали российские пропагандистские каналы. С другой стороны, РДК и Легион постоянно показывают, как они разъезжают по украинским, по российским селам. Ну, оговорился. По Фрейду. А, да, ну, может быть, уже в будущем будут и украинские. А как они разъезжают по российским селам, на, опять-таки, даже трофейных БТРах, и это контрастирует с тем, что заявляет российская сторона. Тем самым российская сторона, делая свои заявления, она расписывается в еще большей беспомощности. Ну и, конечно же, это очень мощный репутационный шлепок, даже не шлепок, это просто хук по России. И на это смотрят все другие страны. Они смотрят и видят эту слабость. Причем не только страны Запада, которых так сильно демонизирует Россия. Это видит и Китай. Это видят Мгм. и некоторые другие игроки, пускай даже регионального уровня, но все же. То есть, по сути, этот имиджевый удар, он не сколько на внутреннюю аудиторию России, которая, в принципе, там одурманена, оболванена пропагандой, а на внешнего врага, там, В том или, как они числе, говорят, внешнего врага и так безусловно. далее, на Запад и в том числе на авторитарных стран и Да, лидеров, которые да, тоже, это возможно, месяц. довольно-таки, я бы сказал, многоуровневый, даже комплексный удар. Это очень яркий комплексный удар, и Россия от него уже не сможет оправиться. Но самое интересное – это реакция Запада. Как отреагировали наши западные партнеры? Как? Они, по сути, все одобрили. Они, по сути, все одобрили и даже в какой-то степени поддержали эти действия. Видимо, Запад, ну, ему нужно было время, чтобы осознать, что такое Россия и что это за игрок, Мгм. современная Россия. А Россия очень плохой шулер. Она даже не игрок, она плохой шулер. Она постоянно пытается, во-первых, шантажировать всех ядерным оружием. Вот сейчас опять всплыла тема с F-16, и опять всплывает тема, что если они будут использованы по территории временно оккупированного полуострова Крым, который Россия считает своей территорией, то опять они будут применять ядерное оружие. И за 2022 год это уже Да, уже прозвучало, я не знаю применили. сколько, да, А, сколько кстати, вы сотен видели раз. заявление Джейка Салливана, пана Александра? Он же недавно на этот вопрос, кстати, он ответил следующим образом. Он сказал, что мы против использования американского оружия по Российской Федерации, удара по Российской Федерации, но Крым это Украина. И он четко дал посыл и месседж, что если будут удары по Крыму, то это считается территорией Украины. Совершенно верно. А Крымский мост – это незаконная постройка. Незаконно забудівля. Ну, собственно, ее нужно сносить. Мгм. Поэтому, да, здесь нет абсолютно никаких ограничений. Но, опять-таки, интересный момент. РДК и Легион разъезжают по российским селам на Макс Про и на Хамви.
А, кстати, что будет дальше? Вот ваш анализ, ваше видение. Сейчас там легион, и это добровольческий русский корпус в этой Белгородской области. Они вообще заявляют о том, что их главная цель, высшая цель — это освободить Россию от путинского тоталитарного диктаторского режима. Сейчас они зашли на эту территорию, и под контролем у них, если я не ошибаюсь, несколько поселков и сел, да, в этой области. А что дальше? Как могут быть дальше развиты эти события? Я не думаю, что будет нечто вроде освобождения Белгорода, освобождения Воронежа, освобождения Брянска, ну и, конечно же, Москвы. Я думаю, что именно в приграничной зоне будут развиваться дальше события, особенно, ну, сейчас у нас уже конец мая практически, начало лета, июнь, вот уже не за горами. А это о чем говорит? Это говорит о том, что в ближайшие 4 месяца стабильно будет держаться зеленка. И это будет позволять проводить высокоэффективные партизанские действия. Ну, диверсионно-разведывательно-партизанские действия, назовем их так. Поэтому в приграничной зоне можно эффективно использовать имеющийся опыт и соответствующие элементы использования ограниченных групп для обустройства, создания вот таких вот позиций вдоль всей границы. Вот опять-таки создание буферной зоны. Мгм. И это, в принципе, вполне достижимо. Но если говорить о каких-то больших целях, о каких-то далеко идущих, да, перспективах, увеличение даже если этого буфера еще где-то в глубину на 10, 15, 20 километров, то в данном случае уже исключительно мобильными группами на легкобронированной технике не обойтись. В данном случае уже вступают в дело другие подразделения, то есть это должна быть тяжело бронированная, среднебронированная техника, в частности, это должны быть танковые подразделения, это должна быть поддержка артиллерии, при возможности даже авиации, прикрытие средствами ПВО, то есть полный комплекс. Все зависит от того, какая основная цель, какая задача. Если задача выходит за пределы создания узкой полоски вот этого буфера безопасности, то, конечно же, необходимо применять и уже другой спектр средств. Мгм. Теперь предлагаю обратиться к ситуации на фронте и непосредственно к ситуации в Бахмуте, Марьинке и Авдеевке. Что там сейчас происходит? Потому что не совсем понятно. Вот с одной стороны звучат заявления о том, что и украинские военные говорят о том, что продолжается оборона Бахмута. Вокруг Бахмута российские оккупанты продолжают давить с запада, востока и с юга, с северо-запада, востока и юга. Украинские военные героически оказывают сопротивление врагу. С российской стороны звучат заявления о том, что все, они Бахмут уже захватили. Но я напомню, что они каждый месяц раз Бахмут захватывают и делают заявления преждевременные. Но Пригожин уже там сказал, что все, мы 28 мая, да, если не ошибаюсь, выходим, мы задачу выполнили, мы Бахмут захватили. Министерство обороны Украины говорит о том, что ничего подобного. Бои продолжаются, жесточайшие бои продолжаются на северо-западном направлении Бахмута. Что действительно сейчас происходит? Как можно сейчас вот эту картину раскрыть? Что ж, если говорить о заявлениях российских оккупантов о том, что они захватили Бахмут, то тут следует понимать, что в юго-западном секторе действительно по улице Чайковского и Корсунского есть такой себе квартальный треугольник с Мгм. выходом прямо на самолетик славноизвестный, который сейчас разрушен, но тем не менее его останки там остались. Локация, которая сама по себе является а, выходом трассы 0504 в сам город, ну и из города на саму трассу. Это входные ворота для 0504 трассы с Бахмута на Ивановское и Константинов. Так вот, собственно, этот треугольник, он остается под контролем сил обороны Украины. Российские оккупанты, когда делают заявление о том, что они что-то захватывают, да, ну, надо же сделать пафосное фото, там, видео записать. Ну и Пригожин, конечно же, это сделал. А Мгм. когда они полностью захватили восточную часть Бахмута по левому берегу, то есть выйдя на речку Бахмутка, они сразу же записали возле Танчика. Там, локация, Танчик.
локация, самолетик, ну, такие памятные места, самые запоминающиеся. Они сразу же записали видео возле танчика, ну, и было понятно, что да, они там находятся, и единственное, что им нужно, это форсировать Бахмутку. Но они не стали особо ее форсировать, они стали двигаться после этого с юга на север, из севера на юг, замыкая центр. Сейчас же, когда было сделано заявление о Пригожине, оно было сделано в районе железнодорожного вокзала, то есть за несколько километров от самолетика. Мгм. Это фактически центр Бахмута, а никак не юго-западная его часть. Почему он не сделан на фоне самолетиков? Что-то не так? А аналогично, почему его наемники не сделали это фото? За последние 2 суток не появилось ни одного фото, ни одного видео в районе самолетик у вагнеровцев. Ну, следовательно, эта зона им недоступна. Из этого делаем выводы. И тут важно понимать следующее. Это очень важная зона, ведь это все-таки вход в город с 0504 и практически примыкающая агломерация Ивановского. При этом силы обороны Украины давят на северо-западной и юго-западной локации за городом, в поле, в направлении через водохранилище, в направлении Берховки и направлении Клещеевки с Ивановского. И после того, как вышли на левый берег канала, по каналу на юг. Это позволило нам сейчас вернуть под свой контроль практически все господствующие высоты. Эти господствующие высоты позволяют по Бахмуту, который фактически находится в низине, наносить высокоэффективные артиллерийские удары, особенно по южному сектору и северному сектору города. Но в целом весь город как на ладони. И россияне, они сейчас в Бахмуте действительно как в ловушке. Они, с Мгм. одной стороны, не могут бросить этот город, наступать за его пределы они тоже не могут, не хватает ресурса, но при этом они находятся под постоянным огневым воздействием со стороны сил обороны Украины. И в то время, как часть наших подразделений продолжает движение к Клещевке, часть к Берхивке, с перспективой освобождения этих населенных пунктов и перерезания трассы 05-13 и М03, с последующим, опять-таки, движением уже по северному и южному по северному сектору и по южному сектору, с перспективой взятия города в оперативное окружение, россияне там будут продолжать находиться под постоянным огневым контролем и в ожидании того, когда же их наконец-то выведут. Мгм. 25 мая говорил Пригожин, что он выведет своих вагнеровцев. А это, между прочим, практически 4000 голов. Вот такое вот стадо. 4000 нужно вывести из города. А что это такое? Минус 4000. Это утрата позиции, это контратаки со стороны сил обороны Украины, если сразу же эти 4000 не заменить тем регулярными войсками, тем, которым не хватает ресурса по флангам удержать контратаки сил обороны Украины, которые теряют позиции каждый день в районе Клещеевки и Берховки. У них патовая ситуация. И она складывается так, что я не удивлюсь, что это будет как с Херсоном. Они объявили Херсон частью Российской Федерации, а через несколько недель Херсон объявил о выходе из состава Российской Мгм. Федерации и возвращении в Украину. Вот то же самое может быть с Бахмутом. Они поспешили объявить, что они его полностью контролируют, а через несколько недель они будут вынуждены бежать из города. Но и это будет, конечно, еще то зрелищное позорище. Пане Олександре, объясните вот популярно нашим зрителям важность Бахмута, в том числе для нас и для российских оккупантов, потому что это колоссальные потери. Понятно, что у нас намного меньше потерь, потому что мы находимся в обороне, но вот недавно даже, если вы наверняка слушали заявления стран-лидеров G7 в Японии, и среди которых выступил и президент США Джозеф Байден, который сказал, что потери живой силы России под Бахмутом это порядка 100 тысяч человек, и это не считая раненых. То есть это действительно колоссальная, огромнейшая цифра, огромнейшие потери, и возникает вопрос, а зачем? Вот какая стратегия? Что с вражеской, Э, что с нашей Вы, стороны? вы знаете, сейчас в сети есть очень интересный такой мем, распространяется. Мы зашли в Бахмут,
а теперь не можем из него выйти. Мгм. Вот что-то вот подобное. Это буквально в точку. Это буквально мем в точку, потому что Бахмут он стал ловушкой для российских оккупантов. Мгм. Они начинали наступление на город с какими планами? Наступление началось еще летом. Тогда, когда была оккупирована Харьковская область, и у них был какой план? Захват Бахмута, и с Харьковской области, с локации Изюма, начинается мощное наступление на Славянск-Краматорск. Мощное почему? Поскольку в районе Изюма находилась самая многочисленная и боеспособная бронегруппа российских оккупационных войск. Мгм. Захват Бахмута открывает по М-03 прямой путь на Славянский Краматорск. Они планировали организовать наступление на Славянск с двух сторон одновременно. Ну, еще плюс, например, там давить с востока на запад, даже с трех сторон, трехстороннее наступление. Что получилось в результате? В результате получилось то, что с Харьковской области они бежали по результату нашего контрнаступления. Изюмская их группа была полностью разгромлена, она бросила множество трофеев и бежали. Бахмут они не смогли захватить до конца 22 года и в 23 году продолжили увязать в нем, и они попросту не могли его бросить. Для нас Бахмут выгоден тем, что это удобная площадка для затягивания всех их ресурсов, сил и средств, как в болото. Это по сути для них болото. Они вот в него вошли, назад вернуться не могут, понимают, что их затянут. Вперед тоже не могут двигаться, потому что уже затянулись достаточно так, что ну и двигаться особо не могут. Вот и все, вот их положение. И они стягивали силы и средства, это влияло на всю зону боевых действий. Мы сейчас видим, насколько небоеспособна, недоукомплектована, например, их группировка на левобережной Херсонщине, либо Мгм. в Запорожской области. Колоссальная недокомплектация. А все почему? Потому что все было перемолото в районе Бахмута и продолжают туда отправляться, несмотря на то, что там уже ну, ощущается этот дух фиаско полного и тотального, но опять-таки они не могут остановиться. Что они сейчас делают? Все, мы выводим все свои войска из этого района. Да в России этого не пойму. А зачем это было все нужно? Ради чего? Поэтому общая вот ситуация в Бахмуте, она полностью распространяется на ситуацию вообще всю ситуацию по всей зоне боевых действий. Мгм. Это патовое положение, когда они понимают, что война проиграна, но вот просто взять и вывести свои войска, чтобы ну хотя бы личный состав уже сберечь, технику сберечь, они этого не могут сделать. Вот они осознают проигрыш в войне, но ничего, чтобы остановить это Мгм. буквально завтра, они делать не будут. То есть, по А, сути, Бахмут — это квинтэссенция всего того, что происходит на всей линии фронта. Абсолютно, во всей зоне боевых действий. И понимание того, в каком глубоком, безвыходном положении российский военно-политический режим. Вот, кстати, давайте обсудим это, потому что очень интересное в последнее время заявление того же Пригожина, да, и вот эти междоусобные войны, они очень на самом деле интересны, особенно в контексте того, что Пригожин заявлял в последнее время и даже матом крыл Генштаб РФ, Министерство обороны, того же Шойгу, того же Герасимова и так далее. Миллион раз он выходил, заходил. Сначала он сказал, что они выходят 10 мая, да, если не ошибаюсь. Раньше тоже было заявление. Да, раньше было заявление, и якобы Пригожин, он заявлял о том, что не хватает снарядов, есть снарядный голод, их там не оснащает Генштаб, Минобороны необходимым вооружением, необходимыми снарядами, поэтому они больше не могут это терпеть, это чьи-то дети, это чьи-то мужья, как говорил Пригожин, поэтому уходит. Но ничего не произошло, никуда он не ушел. Наторговался или что? Как вы объясняете это все? Нет, ну, Пригожина классика жанра, у него война с Шойгу и Герасимовым. Мощная, масштабная информационная война.
А, просто, просто нужно знать историю создания ЧВК «Вагнер» и понимать, как они к этому пришли, к такому обострению. ЧВК «Вагнер» же ведь он создавался как конкуренция частным военным компаниям Министерства обороны. Мгм. Старейшая российская ЧВК – это «Редут». «Редут» антитеррор. Она была создана в 2008 году из бывших спецназовцев ГРУ и СВР РФ. Там был именно высококвалифицированный, скажем так, состав. Она была немногочисленная, до полутысячи, там очень жесткий был отбор, но она по всему миру незаметно, но весьма успешно работала годами. Затем ФСБ решила прикормиться к кормушке, поскольку только у Министерства обороны на тот момент было право зарубежных операций, гибридных операций за пределами Российской Федерации. Ни одна другая спецслужба там не имела на это права. И ФСБ создает ЧВК «Вагнер». Создание начинается в период с 12 по 13 год. В 13 они уже начинают себя проявлять. В 14 на полную мощь они выводят свой ресурс при оккупации Донбасса, Донецкая и Луганская область. Предварительно заход на территорию Крыма был у ЧВК «Вагнер». Затем они распространяют уже свое влияние на Сирию. В Сирии продолжаются эти действия. И уже после 2015 года идет экспансия в страны Африки. Ну и даже Латинской Америки, поскольку Венесуэла, режим Николаса Мадуро, он поддерживается, в том числе его основные стратегические нефтяные объекты в стране, они охраняются в том числе и вагнеровцами. Мгм. Есть также известие о том, что Вагнер появляется уже в Никарагуа. Поэтому ФСБ успешно отбила кормушку Министерства обороны, создав такой успешный гибридный проект, как ЧВК «Вагнер». И они всегда грызлись именно за финансовую составляющую. А сейчас это уже совсем другой уровень, поскольку идет сейчас уже не межведомственная конфронтация между ФСБ и Министерством обороны. В самом Министерстве обороны есть карманные генералы с Лубянки, которых прикормила Лубянка, в частности Суровикин. Мгм. Суровикин это фактически шестерка ФСБ, которая находится на Фрунзенской набережной. И именно своих людей они пытаются продвигать э, непосредственно в МОРФ. Вспомним банально. Приход Суровикина на его должность командующего группировкой РОВ в Украине, с чего началась? А он всех сразу объявил, вот я пришел такой красивый, буду выводить, нужно принимать непростые решения по правобережной Херсонщине. Да. Да любого бы другого разорвали бы, просто раскритиковали бы на куски. А этот нет, все нормально, его даже как поддерживала пропаганда российская. Вот такой генерал, говорящий правду, нам нужен. А кто его поддерживал? В первую очередь ресурсы, которые либо годами работали на ФСБ и состоят из соответствующей агентуры, либо те, которые были перекуплены. И вот эта конкуренция уже перерастает из межведомственной во внутриведомственную. Борьба нарастает, особенно на осознание того, что война проиграна, и после окончания войны будут искать козлов отпущения. И вот кто-кто, а фэсовские не хотят быть козлами отпущения при всех возможных вариантах. И поэтому Пригожин, например, сейчас не просто реализует черный пиар и дискредитацию Шойгу и Герасимова, потому как это борьба за финансы, борьба за влияние, продвижение своих ставленников, это еще и выживание. Это еще и банальное выживание, поскольку Пригожин, опять-таки, он понимает, что из Бахмута придется им бежать. А кто Мгм. виноват? А виновато Министерство обороны, снаряда не давало. То Хотя есть это, он не конечно же, не... хочет, он хочет уйти оттуда победителем, условным победителем, а вся ответственность за все поражения последующие в Бахмуте, это лежит исключительно на плечах Генштаба и Министерства обороны. А Пригожин это Конечно больше же. такая ФСБшная история, которая находится под крылом ФСБ, соответственно, может делать такие смелые заявления, и колокол по нему не звонит. Точно так же, как и Гиркин. Слову Мгм. сказать. Точно такая же самая ситуация. Действуют практически одинаково. Гиркин это тоже фэсовская говорящая голова.
И хотя у них с Пригожиным там типа недопонимания и постоянные конфликты, но просто вопрос. А Гиркина хоть раз кто-то в подъезде подловил и просто за то, что он говорит, разбил ему, мягко говоря, лицо? Нет. А его Гиркина вообще по закону России за дискредитацию российской армии, которую он дискредитирует 24/7, кто-то привлек? Нет. Любого другого вы только за то, что он вышел на улицу с белым листком бумаги, даже на котором ничего не написано, он бы уже получил бы 7 лет колонии. А тут все нормально, все в порядке вещей, Так что никаких же проблем. получается, Путин и его опричники, они не контролируют уже внутриусобные войны, или им наоборот эти интриги нужны? А в какой-то степени они на этом внутреннем страхе могут держаться. Это ведь конфронтация за что? Не за смену президента действующего. Эта Мгм. конфронтация сейчас перерастает в уровень выживаемости, чтобы при действующем российском президенте, военном преступнике Путине, выжить. Не убрать его, не сместить, а именно чтобы они выжили. И это гарантия уже определенного рода, это даже гарантия безопасности для самого же Путина, что вот эта вот вся его клика, она не объединится и не свергнет его, а потом будет решать, кого же из нас поставить красивых. Мгм. Нет, все как раз-то и наоборот. Его вполне устраивает вот эта междоусобица. То есть они, получается, и Генштаб, Минобороны, и ФСБ, и Пригожин, и так далее, они соревнуются между тем, кто больше и рашист, кто больше и фашист, и пытаются таким образом друг другу продемонстрировать, получается, одновременно. И Путину в первую очередь это продемонстрировать, что вот я больше рашист, я больше там фашист и так далее. Да, я вот захватил Бахмут, несмотря на то, что мне не давали снаряды, хотя это ложь. В Бахмуте самый высокий уровень концентрации артиллерии и самый высокий показатель выстрелов в сутки по сравнению со всеми остальными плацдармами, потому что все туда и отправляется. Это на левобережной Херсонщине и в Запорожской области у них дефицит с боеприпасами, и даже на Луганщине у них дефицит с боеприпасами, не хватает их критически. А в Бахмуте там все нормально с боеприпасами, но Пригожину нужно дискредитировать Шойгу и Герасимова постоянно. И он постоянно этим и занимается. Мгм. Но при этом он и не уходит с Бахмута, несмотря на его заявление. А тут есть интересный момент. 25-го нужно подождать. Очень хочу посмотреть, что произойдет 25-го. Начнется ли вывод вагнеровцев. Поскольку вывод вагнеровцев, это же опять-таки ослабление на 4000 голов. Да. Если нет им замены, то ну, это сравнимо опять-таки с потерей Бахмута в считанные, ну не то чтобы часы, но дни. Это начало наших контратак, это начало возвращения наших позиций. И по сути они могут потерять, ну, как минимум половину Бахмута очень быстро. Потому что, ну, там идет момент с Бахмутовкой, опять-таки, она является природной преградой, ее нужно форсировать в целом. Но если к тому моменту удастся перерезать с юга 0,513, а с севера М03, то в принципе форсировать ничего не нужно. Можно будет захватывать в такое полуокружение для начала, в клещи город, а потом постепенно выходить на уровень оперативного окружения, замыкая уже в какой-то момент тактическое окружение. Таким образом, если нет им замены, а им нет замены, то сопряжен выход с потерей. Ему это позволит? Конечно же нет. Ему это не позволит, и у меня есть устойчивая уверенность, что 25-го они останутся в Бахмуте, и 26-го будут опять-таки терпеть артиллерийские удары по городу Мгм. на своих позициях, которые сложно назвать позициями, поскольку это сплошные руины. При этом продолжается подготовка вооруженных сил Украины к контрнаступательной операции. Вот по вашим наблюдениям, готовится ли вражеская сторона к этой операции? Готовится, вот только она не понимает, где все начнется, Мгм. как оно долго продлится, какие силы и средства будут использованы и так далее. Вот, ну, они продолжают находиться в неведении. А просмотреть, если их движение в зоне боевых действий,
А, Левобережная Херсонщина, Запорожская область. Да, там якобы создаются линии обороны, но они создаются хаотически, там нет системности, там нет упорядоченности. Линии обороны батальонного бригадного уровня, но как их будут удерживать? Не хватает ресурса, именно сил и средств для удержания таких линий обороны. Но они там окоп вырыли на 70, даже больше уже, по-моему, на 100 километров. Сколько там нужно разместить, чтобы эффективно удерживать такой окоп? Сколько там нужно разместить личного состава? Да, по сути, всю группировку, которая у них на левобережной Херсонщине размещена. Или для чего они его вырыли вообще? Чтобы рекорд Гиннесса установить хотя бы? Хоть какую-то пользу принести в мир, хоть рекорд установить, да, чтобы было что записать в книжку. А, Собственно, Луганщина аналогичная ситуация. В Луганщине там у них даже более того, у них много сил и средств, но мало линии обороны, слабые линии обороны. Они не готовы к наступлению со своей стороны в направлении Лимана, например, Купянска, но при этом они не готовы к обороне. Кстати, до линии обороны очень интересно, опять-таки, возвращаясь к Белгородской области, РДК и Легион довольно-таки легко проехали сквозь созданные линии обороны в Белгородской области, что Да. лишний раз подтверждает, что это все, ну, если оно не профессионально используется, и вообще непрофессионально создано, то там нет абсолютно никаких проблем это все пересечь. То есть абсолютно эти все зубы дракона, надолбы. Да, что, в принципе, делают и в Крыму. Там тоже, вы знаете, что во всей вообще А смысл? северном побережье полуострова они просто закидали этими зубами дракона, там окапываются. Такое ощущение, что ждут какой-то десант. Там вообще берега уже практически не осталось, особенно если речь идет о западно-северном части Крыма. И при этом есть такое мнение, пан Александр, очень хотелось бы вот услышать ваше мнение по этому поводу. Многие говорят, что деоккупация полуострова тем же военным путем может быть осуществлена, быть даже раньше, чем деоккупация Донбасса в силу географического расположения Крыма, в особенности, если украинские вооруженные силы выйдут на административные границы полуострова в результате операции по освобождению южной части материковой Украины. И при наличии там дальнобойного вооружения, если мы говорим о поставках оружия на Крым через Крымский мост и пресечение вот этого пути. Как вам кажется, это реально? Безусловно, конечно. Поскольку Крым окажется в ситуации изоляции, по сценарию изоляции будет освобождаться, уничтожение незаконной застройки в виде Крымского моста, Мгм. контроль Азовского моря, контроль Черного моря, чтобы не было, чтобы не осуществлялось полноценное судоходство, чтобы не осуществлялось паромными переправами перемещение, например, личного состава, сил и средств, материально-технического обеспечения для российской группировки. А саму российскую группировку будут планомерно уничтожать. Вот. Это займет определенный, конечно, период времени, но до того момента, когда их группировка на полуострове Крым будет истощена в полном смысле слова, до того момента как бы еще будут длиться подготовительные все процедуры к контрнаступлению именно на Донеччине и не исключено, что Луганщине. Поскольку именно плацдарме Луганском может быть очень интересная ситуация. Если рассматривать Луганщину как плацдарм для контрнаступления, то есть два варианта, два сценария. Минимально это освобождение территории до Старобельска. Мгм. А максимально это выход к самому Луганску полноценно. Выход к самому Луганску и, возможно, даже начало его осады, назовем это так. Но, тем не менее, с Донецкой областью все будет посложнее. Поэтому, конечно же, перспектива освобождения полуострова Крым вполне может быть куда более такой радужной, и это произойдет намного раньше, чем, например, в Донецкой области. Начало контрнаступательной операции Украины мы почувствуем, это мы увидим, или же это Да, будет... конечно. Мгм. Конечно, безусловно. Тут даже без сомнений.
Мы в ближайшее время можем видеть, будем даже видеть разного рода разведки боем, м, диверсионные действия. Ну вот как было с левобережной Херсонщиной. Наша ДРГ высадилась на левом берегу, проводила соответствующие мероприятия. Это попало в открытые источники на видео. Ну и из-за этого сразу стали понимать такого, ну, в первую очередь, российские оккупанты стали поднимать такой кипиш. Ну а во вторую очередь многие из наших граждан, которые торопят события, стали называть это чуть ли не началом форсирования Днепра, Мгм. контрнаступлением и все такое. Да нет, пока рано об этом говорить, это была просто диверсионная деятельность. Ежедневная, рутинная, будничная, которая каждый день происходит по всему левому берегу. А если говорить о разведке боем, да, регулярно в Запорожской области разведка боем проводится. Да и тоже, что сейчас происходит в Белгородской области, ну это, например, не контрнаступление, это тоже можно отнести к диверсионно-разведывательной деятельности. Донецкая область, Бахмут, это контратаки, это не контрнаступление. Это системные контратаки, которые приводят к соответствующим позитивным результатам. А когда начнется само контрнаступление, во-первых, это будет очень громко, это будет очень ярко, и это будет, ну, довольно-таки масштабно, скажу так. Поэтому пропустить такое событие будет невозможно. F-16 вы упоминали выше, американские истребители, которые наконец-то решили нам дать, об этом заявили в Белом доме, и более того, уже проходит, если не ошибаюсь, обучение украинских военных на американских истребителях F-16. Многие военные, и в том числе украинские, говорят о том, что это то оружие, которое поможет нам вскоре победить Россию. Это так? Да, действительно, F-16 открывает для нас довольно-таки интересные перспективы. Во-первых, этот самолет, он намного превосходит те, которые сейчас есть у нас на вооружении по характеристикам. В частности, это МиГ-29, Су-27. Превосходит чем? Прежде всего радаром. Его радарный комплекс позволяет вести соответствующее сопровождение и фиксацию на расстояниях 200-250 километров и более. Мгм. Это авиационные ракетные комплексы, которые используют данные истребители. Например, ракета ИМ-120 «Амрам» в зависимости от модификации до 100 и даже более 100 километров до радиусом действия. То есть комплексно его можно использовать. Для чего? Для усиления противовоздушной обороны, перехвата воздушных целей, таких как крылатые ракеты. Первый момент. Второй момент – это перехват самих носителей, российских носителей ракетного и авиационного вооружения. В частности, Су-34, Су-35, которые используются для нанесения ударов по территории Украины даже с воздушного пространства Российской Федерации. При этом именно за счет радара и ракет воздух-воздух мы имеем перед ними преимущество. Ну и, конечно же, есть еще и третий аспект. Это возможность нанесения удара по поверхности ракетами воздух-поверхность, что, конечно же, также значительно повышает наши возможности по уничтожению российских войск уже по временно оккупированным территориям Украины, их объектов, складов, ну и скопления живой силы. Поэтому Мгм. это расширяет множество возможностей, делая пилотов, ну, скажем так, в какой-то степени даже неуязвимыми для российской авиации. Еще некоторое время назад, наверное, до широкомасштабного вторжения, предоставление нам патриотов для нас казалось чем-то нереальным. Еще ранее мы долго говорили про джавелины, еще ранее говорили про ряд другого вооружения, которое нам необходимо. Но сегодня и джавелины, и патриоты, и хаймарсы, и огромное количество вооружения, которое когда-то казалось нам нереальным и невозможным, есть на вооружении у вооруженных сил Украины. То же самое было и про F-16. И вот, наконец, спустя чуть больше 1,5 года широкомасштабного вторжения у нас уже будут F-16. А что дальше? Томагавки? Да нет, а с чего же томагавки запускать? У нас такой возможности нет. Мгм. А, Для этого Может, нужно может, либо... тогда сначала системы, а потом томагавки? Ну, ну, если говорим уже про томагавки, то это должны быть корабли. А корабль иметь с такими пусковыми рискованно, поскольку он становится объектом номер один для нанесения ракетных ударов и противокорабельными ракетными комплексами России.
Но в перспективе почему нет? Я даже Ну этого не да, если отрицаю, что серьезно, вот что нам еще нужно, вот какое оружие нам сегодня все еще необходимо? Я думаю, что речь уже идет скорее о разнообразии номенклатуры. Вот мы сказали про F-16. Да, действительно, мы их будем получать. Но в целом F-16 это легкий истребитель. Мгм. А есть такой очень интересный F-15EX. Это тяжелый истребитель, который на сегодняшний день можно назвать как самый-самый-самый. И это не является преувеличением. Например, F-15X это самый быстрый истребитель в своем классе. Его скорость превышает 2,5 Маха. F-15X имеет самый высокий показатель полезной нагрузки, то есть количество вооружения, которое на нем может быть размещено, количество ракет и так далее. Круче него, ну, по этому показателю нет самолета в мире. F-15X имеет самый быстрый вычислительный комплекс, бортовой компьютер, грубо говоря, который быстрее даже, чем на F-35. То есть вот что такое F-15X. И создавался он, что самое главное, именно эта модификация, с перспективой прорыва высокоэшелонированной ПВО противника. Мгм. Его задача действовать во враждебной, в экстремально враждебной среде. И он для этого обладает всеми комплексами, как радиоэлектронной борьбы, высокоэффективным радаром, полным комплектом вооружений. Он должен действовать во враждебной среде. Это все равно, что если, например, влететь в воздушное пространство Российской Федерации, долететь до Москвы, пробомбить Красную площадь и вернуться. При этом уничтожив попутно несколько С-300, С-400, Мгм. радаров, РЛС и так далее. То есть вот Отличная что такое... перспектива. Да, вот что такое F-15EX. Поэтому я не исключаю, что вот получая то или иное вооружение, мы в перспективе будем получать разнообразие по номенклатуре. Мгм. Те же самые средства ББМ, средняя легкобронированная техника, танки, мы их получаем. Вопрос теперь в количестве, но и в некотором расширении номенклатуры. Есть ли необходимость в получении, например, нам леклерков? Не исключено, возможно. Все будет решаться уже в будущем. Так это или нет. Мы получили от Франции боевые машины огневой поддержки пехоты AMX-10RC. Неплохие машины, это правда. Но что мешает Италии нам предоставить Centurio B1, Centurio B2? Это аналогично боевая машина, но уже не огневой поддержки пехоты, а истребитель танков. Тоже очень интересная перспектива. Поэтому речь идет скорее не о чем-то гиперновом, чего мы бы могли не получить, а Мгм. разнообразие номенклатуры. Даже если говорить про Атакамс, то даже Атакамс, она уже как-то не звучит неожиданно, с учетом того, что мы получаем Storm Shadow от Великобритании, Скальп от Франции, от Германии можем в перспективе получить Таурус. Ну и Атакамс на этом фоне уже смотрит, ну не как вишенка на самом деле на торте, а как обычный крем, которым этот торт покрыт. Мгм. Поэтому даже не знаю, чем можно будет нас удивить. Немного политики. Вот у нас буквально еще 5-7 минут до завершения нашего эфира. Как вы думаете, почему все-таки нашим западным партнерам и непосредственно США, да, если мы говорим сейчас про F-16, понадобилось так много времени с начала широкомасштабного вторжения, чтобы принять все-таки это решение по предоставлению нам необходимых истребителей? Может быть множество причин, точно так же, как и в отношении средств поражения другого типа. Тех же самых ЗРК «Патриот», «Жавелинов», танков, самоходных артиллерийских установок и так далее. В целом, предоставление того или иного вооружения обусловлено, ну, например, какой-то необходимостью. Мгм. Есть ли необходимость в F-16? Да, безусловно, она есть. Но пока была возможность это компенсировать МиГ-29 и Су-27, вот, например, с Восточной Европы поставками и так далее, они пытались это делать. А они смотрели, насколько эффективно мы это используем, насколько у нас есть потребность вообще в авиации такого уровня.
проводился анализ возможностей наших пилотов. И кроме этого, все-таки существовало вот это опасение того, что Россия может весьма неадекватно отреагировать на такие передачи такого вооружения силам обороны Украины. Но сейчас наши партнеры убедились в том, что да что Украине не передать, Россия может только лишь отреагировать очередной угрозой, нанести ядерный удар там, по Вашингтону или утопить Великобританию несуществующей ракетой «Сармат». В принципе, и благодаря этому на сегодняшний день мы можем получать абсолютно любое вооружение уже и без каких-то особых проволочек именно бюрократического характера, Мгм. из состояния встревоженности последствиями от России. То есть нашим западным партнерам нужно было время понять, как будет реагировать Россия на предоставление того или иного вооружения к нам. Будут ли они с угроз переходить на какие-то действия в случае там, того или иного применения оружия, либо нет. И очевидным сказалось то, что вот все заявления Медведева о возможности применения ядерного оружия в случае, если будет атака на территорию России, а они присоединили к себе 4 территории и Крым, и по этим территориям были атаки, и ничего в итоге не было, дало возможность нашим партнерам понять, что можно предоставлять нам все оружие, которое нам необходимо. Да. И профессионального нарколога Медведева. Кстати, да, с Медведевым надо, видимо, еще Медведеву надо будет лечиться очень долго, хотя, может быть, и не дойдет, а дойдет до Нюрнбергского процесса, и, возможно, там уже приговор и тюрьма все решит. И по поводу, опять же, наших западных партнеров, Венгрия, наверняка вы видели недавно заявление Орбана, да, премьер-министра, который сказал, что Украина в этой войне не победит. И вообще Венгрия это не страна, которая там занимает позицию мейнстрима, как вся Европа. Чем вы объясняете такие заявления Орбана? Будут ли они продолжаться и вредит ли это нам чем-то? Нет, абсолютно не вредит. Пусть говорит. Это тот самый случай, когда, знаете, в Одессе на вокзале в свое время встречающие поезда всегда встречала такая сумасшедшая бабка, которая кричала «Америка заметает следы». Вот, с плакатом. Вот. Ее все знали, ну, сейчас она уже не в живых, но она была своего рода вот таким вот встречающим элементом Одессы, когда приезжаешь, сразу понимаешь, куда ты попадаешь. Нет, это не Киев, это не Львов, это Одесса, потому что есть вот этот вот персонаж. Вот Орбан, он мне напоминает вот эту вот бабку. Его уже все узнают, он как бы создает негативный имидж для Венгрии, безусловно, хотя Венгрию следует понимать более адекватно, а не только судить по Орбану. Его партия Фидес и как таковая, она является пророссийской. И он сам является, как и министр иностранных дел Венгрии Сьярпла, они являются пророссийскими агентами влияния в Европейском Союзе, НАТО даже, назовем это так. Карманные агенты, вот и все. Но в самой Венгрии, президент Венгрии, например, она поддерживает Украину. К сожалению, она не имеет такой полноты власти, как премьер-министр, потому что премьерская все-таки страна, Мгм. Венгрия республика, то есть. Поэтому и восприятие такое. Все видят Орбана, но не видят президента Венгрии действия. В самой Венгрии, когда Орбан приходил к власти, его партия приходила к власти, а я замечу, что это популистская партия, Мгм. что там очень высокий уровень коррупции и бюрократии. И популизм, реализовывает свой популизм, за счет которого они собирают голоса, и опять-таки преимущественно маргинальные голоса, людей, которые ведутся на популистские меры, они это осуществляют за счет дотаций из Европы. Европейские дотации для Венгрии на популизм партии Фидес. Вообще прекрасная ситуация, но в самой Венгрии, когда Орбан приходил к власти, были масштабные многотысячные протесты в Будапеште. Мгм. И это яркое отличие. Культурная столица против продажного политика. Но этих даже протестов не хватило, поскольку, к сожалению, пока еще Орбан
подкупает электорат популизмом. Когда у него утратится эта возможность, конечно же, он утратит свои позиции. Но пока это так. Благо, это как-то не влияет критически на поддержку Украины. И он просто будет и дальше отрабатывать вот эти свои нефтеевро, нефтегазовые евро, которые получает от российского правительства. Ну и в принципе все на этом. Дякую вам дуже, пане Олександре. Çok что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Büyükten teşekkürler. Олександр Коваленко, військовий та політичний оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука був з нами на прямому зв'язку. Залишайтесь першим кримсько-татарським saygılar arkadaşlar. Növbetdeki yayınlarımızda görüşkence özünüzге yaxşı baxınız.